Скажу вам по секрету, у меня странное состояние. Мне кажется, что я сплю и вижу ужасный сон. Я каждое утро просыпаюсь и понимаю, это не сон. Это, к сожалению, реальность. Мир уже никогда при нашей жизни не будет прежним. Даже больше. Кадры из старых кинофильмов сегодня вдруг стали вновь реальностью. Все для фронта, все для победы. Лозунг 1941 года снова актуален. Вспомним цитату. В трудные, кризисные времена в жизни любой страны, в момент атаки внутреннего или внешнего врага, величайшее значение имеет объединяющий всех призыв, в котором должна быть выражена суть всеобщих усилий. Вокруг этого призыва объединились люди самых различных взглядов и привычек. Военные и сугубо штатские, мужчины и женщины, без различия возраста и происхождения. Во имя высшей патриотической цели защиты своего Отечества поднялись народы всего нашего многонационального государства, многократно умножив своим единым духовным порывом материальную силу и мощь оружия, вспоминал маршал Победы Жуков. С тех пор не было в нашей стране мобилизаций. И вот, как говорится, час пробил. Суть всеобщих усилий стала ясной. Женщины вспомнили навыки своих матерей и бабушек, взялись за вязание носков, шапок, перчаток, варежек. Мужчины, не подлежащие мобилизации, изготавливают за свой счет печи буржуйки. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, шьют спальные мешки. Депутаты добровольно оставляют теплые места в кабинетах и уезжают на фронт. Думаю, что ни одно предприятие не осталось в стороне от оказания помощи участникам специальной военной операции. Конвои с продуктами, одеждой, обмундированием и другими вещами, необходимыми нашим бойцам, идут практически беспрерывно. Телеканал нашего холдинга «Майдан», который и сам сегодня в условиях падения рекламных доходов живет небогато, перечислил деньги в фонд Ярдам Яныша «Помощь рядом». И это уже не только инициатива официальных органов партий, общественных организаций. Люди проявляют частную инициативу, и она гораздо ценнее официальных мероприятий. Зуфар Давлетшин о том, как Татарстан проходит тест на человечность. Огонь на черноземных полях Донбасса будет биться в тесных печурках, сделанных в Татарстане. Старые диски автомобильных колес, собранные в правильном порядке и хорошо сваренные, превращаются в печки-буржуйки. Фермер из Зеленодольского района Алексей Чигаров использовал материал, валявшийся без дела, и кинул клич в социальных сетях. И вот потихоньку люди откликнулись. Вот первый, кто у меня был, это Дмитрий. Вот, а потом буквально за 2 дня он набрал, наверное, я не знаю, на 5-6 печек буквально за 2 дня. И он мне звонит, давай, говорит, я пока начну. Показали опытные образцы потенциальным пользователям, выслушали их пожелания и внесли коррективы в конструкцию. Оттуда даже с фронта звонят, потому что есть такое, что сначала они были круглые, потом нужна площадка для разогрева чайника, для готовки супа, например, что-то такое. Все это быстренько модернизируем, делаем. Среди потенциальных получателей таких буржуек уроженец Алькеевского района Раиль Габдрахманов. Летом этого года ему присвоено звание Героя России. После короткого отпуска и встречи с президентом Татарстана в августе он снова вернулся в зону боевых действий, чтобы уже в ноябре встретиться со своими родными, которые решили сами его навестить. В пятницу поехали. Поехал я, то есть мой родной брат еще один поехал. И поехал у Раиля отец, короче. Он сюрпризом, он даже не знал, что у него поедет отец, сделали ему такой сюрприз. Алмаз Гимаддинов, двоюродный брат Героя России, живет в Чистополе. С родственниками и друзьями-предпринимателями решили приобрести автомобиль для Раиля. На нем же и поехали, загрузив гуманитарным грузом. Тут плюс еще мои друзья, которые, друзья отсюда с Чистополя, предприниматели тоже там, помогли, генераторы, бензопилы купили, то есть с продуктами проблем нету, мы поняли тогда, то есть все это хватает. А вот элементарных гвоздей, саморезов, топоров, ножовок, пилы, этого нет, допустим, потому что они же в лесу живут, постоянно меняют дислокацию, тут постоянно что-то нужно строить. 2 дня дороги туда, таможенный пост, множество блокпостов и доехали до части, где служит Раиль. Часа 2 удалось пообщаться и снова разъехались. Один на передовую, другие домой. Снова через блокпосты и тщательные досмотры. А машина служит на благо всех. Всем большое спасибо, всем казанским пацанам, чистопольским, Иванычем,
как говорится, душевный подгон. Спасибо пацанам, Сматак, моим родным, близким, друзьям, сестренкам, братьям. И всем большое спасибо. Мобильность это как бы решает многое. Вот он даже с ним переписывались, как бы, я говорю, что, как? Я говорю, столько дел уже сделал, допустим, в день у него получается по 300-400 километров накат на этой машине уже. Нас даже встретили, я удивился, вот не поверите, да, шашлык приготовили с бараны, плов сделали. Вот за такое время там практически нам, говорит, никто не приезжал, первый раз приехали, как бы. И то, говорит, людей со стороны повидать уже, говорит, приятно. Вот как бы так. Несмотря на суровость бытия, бойцам важна не только продуктовая и вещевая поддержка. Важна и моральная. Знать, что их ждут дома, поддерживают. Ветеран Великой Отечественной Серафим Агафонов, живущий в Набережных Челнах, ощутил это на себе. 17-летним юношей был призван в 1944-м. После окончания войны продолжил службу на территории Украины. Вместе с дочерью решили тоже собрать небольшую посылку для бойцов. Армейская жизнь очень мне близка. Я хорошо знаю. И закончил я на западной границе, пограничником. О войне о чем думать? О войне только думаешь о победе. Что близка победа. Чтобы меньше людей погибало. Вот поэтому я и думаю об этом. Написала бойцам письмо от себя, от своего имени, от имени отца. Просто им нужна сейчас, конечно, моральная поддержка, не только наши передачи, там, продукты, все, но и моральный дух в армии – это самое главное. Прадедушка ученицы Набережно-Челнинской кадетской школы Эльвины Шакировой, ровесник Серафима Агафонова, тоже служил на территории Украины. Я очень им горжусь, так как он пережил Великую Отечественную войну. И то, что сейчас происходит, очень тревожно для меня. Сейчас для военных важна любая поддержка. Прежде всего, мы вот сейчас рисуем плакаты на тканях. Это очень важно из-за того, что показать поддержку как со стороны не только взрослого поселения, но так и со стороны детей. Сейчас на уроках технологии они делают бандажи для закрепления раненых конечностей и кровоостанавливающие жгуты. Есть дети мобилизованных отцов, и, конечно же, у детей это все на высшем уровне. Они своими руками собирают, понимают, пропуская через себя все это дело, через свои сердца, через свой труд, что они делают. Вот, они с радостью взялись за это. Казанская швейная мастерская «Ирен» часть рабочих мест отдала волонтерам для того, чтобы они шили носилки, спальные мешки и так называемые пятиточечники – универсальное утепленное изделие, чтобы не сидеть на холодной земле. Ирина Купряхина, основательница этой мастерской, начинала с профессии портного. Небольшую швейную фабрику организовала более 20 лет назад. Шили больше для детей, но пришлось освоить технологию и новых изделий. Вот это вот как раз нам частично оплачивается, потому что частично что-то я сама покупала, вот, а частично нам оплачивают как раз бизнесмены, они купили, собрали деньги, чтобы не просто деньги на фронт отправлять, да, какие-то, они решили, что вот то, что необходимо. 2 партии изделий уже отправлены. В своей очереди ждет еще одна. Хотелось бы больше и чаще, но и здесь проблема с материалом и рабочей силой. То нам нужно здесь и сейчас, а у нас, к сожалению, взять негде. Вот в Ижевск мы попросили, нам через неделю привезли. Допустим, вот я в Астрахани сейчас только была тоже на таком же производстве. У них тоже загрузка большая, и сейчас все шьют, как бы делают вот эту Эва, называется пенка, она как раз на фронт идет. Вот. Ее практически тоже большое количество заказов, и время работать не на нас, так скажем. Рабочие места, скажем, есть еще, да? Много. Пожалуйста, мы всех ждем. С удовольствием всех вот... Любое количество практически можем принять. Да. У нас здесь порядка 40 рабочих мест. А сколько сейчас работает? Ну, на сегодняшний момент 1, 2, 3. 3 и 2 как раз вот 2 женщины и волонтера. И все описанное – это тот случай, когда каждый готов помочь, чем может, независимо от возраста, пола и рода занятий. Мы должны помогать. Это там наши родственники, там наши дети, наши мужья. Это наша страна. Наша Родина. Зуфар Давлечин, Андрей Ключников, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, Иван Сарафанов и Рамзель Гарипов. 7 дней.